Сегодня настал долгожданный день, десятилетия Академии Таэквондо. Я очень рада, что Таэквондо у нас развивается в Кыргызстане. То, что все больше и больше спортсменов участвуют, выступают на хороших соревнованиях. Спортсменам, таэквондистам, Академии, всем желаю больших успехов. Дальше развивайтесь в спорте, не останавливайтесь, тренируйтесь. Всем удачи. Желаю, чтобы судьи все больше и больше развивались, получали новые международные категории, чтобы тренера выходили на новый уровень, выводили своих спортсменов на Олимпийские игры. Желаю, чтобы таэквондо развивался в нашей стране очень хорошо и чтобы все стали олимпийскими чемпионами. Я рад, что таэквондо развивается в Кыргызстане, и я надеюсь, что стану олимпийским чемпионом. Мне нравится быть таэквондисткой, потому что этот спорт учит выдержке, дисциплине. И когда-нибудь, я надеюсь, наш флаг поднимется на вершину олимпийского пьедестала Алга, Кыргызстан. Физкульт-привет, с вами Мария Иванова. Я нахожусь в Кыргызско-турецком университете Манас, Бишкек. Здесь проходит международный турнир в честь десятилетия Академии Олимпийского таэквондо ВТ Кыргызской Республики. Участвует около 500 спортсменов со всех регионов Кыргызстана, а также гости из Узбекистана и Казахстана. За 2 дня будет разыгрываться аж 100 комплектов медалей. Все остальное в репортаже. Баштадык. Юбилейный турнир проходил 19-20 апреля под эгидой Национальной Федерации Таэквондо Кыргызской Республики и Академии Таэквондо ВТ Кыргызстана среди детей, юношей, кадетов, юниоров и взрослых в дисциплине спарринг. Церемония открытия соревнований традиционно началась гимном страны, а затем наградили команду Академии, тренеров, судей, всех, кто вкладывает свой труд в развитие олимпийского таэквондо в Кыргызстане. Обслуживание чемпионата проводилось по международным стандартам при участии судей первой национальной и международной категорий с применением электронной системы оборудования KPNP во всех возрастных категориях. Вот вы достаточно молодой, но уже главный судья. Расскажите немножко о своем опыте, вот как вы к этому всему пришли. Академии 10 лет, это юбилей, и вот вы уже, я как понимаю, с маленького спортсмена доросли до вот такого вот статуса. Я занимаюсь таэквондо 6 лет. Потом, получается, как я вообще вступил в судейский состав, мне тренер посоветовал, говорит, давай вступай, надо повышать категории, надо статус приобретать. Я поступил в судейский состав и до сегодняшнего дня уже являюсь главным судьей. Это очень здорово, потому что многие думают, что спорт это тренер и спортсмен, да? Судья максимум, как-то расширяются горизонты, да. И вам нравится? Очень нравится. Класс, я желаю вам успехов. Спасибо большое. Кстати говоря, как отметил президент Академии Таэквондо ВТ Кыргызстана Убайдулла Тохтурбаев, наличие электронной системы оборудования KPNP при приглашении других стран на соревнования играет немаловажную роль, так как является вспомогательной системой для точности и прозрачности выявления победителя, а также исключает человеческий фактор и ошибку судей. Организация очень высшем уровне, поэтому из-за организации мы приезжаем постоянно сюда. Организация очень конкретная, благодаря нашим коллегам Убайдулле Тохтурбаеву. Очень хорошая организация, поэтому судейство очень высший уровень. Поэтому мы приезжаем. Академия таэквондо десятилетия раньше была, и на Кубок Академии таэквондо соревнования мы никак не смогли попасть. А именно, когда Бишкек Опен, мы уже 4 раза участвовали в нашей команде. Поэтому, во-первых, это здесь, в Бишкеке, кыргызстанское таэквондо, я считаю, там на высшем уровне. Я первый раз в Кыргызстане, я первый раз пришел, чтобы смотрели, это хороший турнир пройдет у вас, это праздник, очень рад, чтобы... И стараюсь, чтобы следующий на соревнования, следующий такого юбилейного, прийти с многим участникам, спортсменам и со своим судьем здесь буду участвовать. И рад, чтобы я пришел здесь. Все благодарю, что от души организация это таэквондо. Кыргызские спортсмены отлично сейчас, нормально получается им. Я правильно скажете, я везде езжу, смотрю, там это тоже отлично. Все, как в мировом стандарте идет.
Возвращаясь к знаменательной дате, юбилею, десятилетию Академии олимпийского тэквондо ВТ Кыргызской Республики, хочу напомнить, что за эти годы были достигнуты высокие результаты. Воспитанник Академии Расул Абдураим дважды участвовал на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Чемпионами и призерами чемпионата мира в Корее стали Алмагуль Артыкбаева, Шахан Абдыразаков, Атай Арыстанбеков, Амир Мураталиев, Алихан Минкишиев. Бронзовым призером международного якутского турнира «Дети Азии» стал Роман Тимошкин. Айбеке Азатбекова, Азалия Тохтурбаева, Артур Боромбаев – чемпионы турниров США US 19 in Taekwondo Championship. Многие чемпионы и призеры чемпионатов и первенств Кыргызской Республики тоже являются воспитанниками Академии Тэквондо ВТ Кыргызской Республики. Больше информации об успехах Академии можно узнать на сайте worldtaekwondo.kg. Ну что, перед нами именно основатель Академии олимпийского тэквондо ВТ Кыргызской Республики. Я вас поздравляю с юбилеем, 10 лет, Убайдулла. Спасибо большое. Просто кропотливо идете к своим целям и добиваетесь их. Расскажите, как вообще зародилась Академия, как вот так получилось, что вот это вот все на таком уровне? К этому шли мы 10 лет ровно. В 2015 году мной и моими единомышленниками, учениками была создана Академия Тэквондо Кыргызской Республики. Академия Тэквондо, у нас акцент идет на тренерско-преподавательский состав и на действующих профессиональных спортсменов. То есть внутри Академии Тэквондо сам ребенок уже или подросток выбирает, кем он хочет быть, тренером по тэквондо или профессиональным спортсменом. И эти возможности, этот шанс мы ему предоставляем. И мои единомышленники меня поддержали в 2015 году. Нами была создана Академия. Академия была, в ней было не такое большое количество тренеров, но со временем штат тренерский и спортивный разрастался. Сейчас у нас очень много перспективных тренеров и спортсменов, которые являются членами национальной сборной Кыргызской Республики. Какие амбиции уже вот так много вот достигли за эти 10 лет? Куда стремитесь? Но мы стремимся покорить пьедестал Олимпийских игр. Я думаю, совместными усилиями нашими общими мы добьемся максимальной цели и постараемся завоевать лицензии для нашей страны, чтобы Кыргызстан был представлен в олимпийском тэквондо. Ждем в Лос-Анджелес 2028. Спасибо вам большое. Первый день праздничного международного турнира разыгрывались 40 комплектов медалей среди А-класса. Это продолжающий уровень спортсменов. А во второй 60 комплектов среди участников Б-класса, начинающий уровень. Все победители и призеры были награждены почетными медалями и дипломами соответствующих степеней, а также памятными кубками в личном зачете. Скажу вам, как человек, который уже 9-й год освещает спорт, тэквондо – это один из безопасных, минимально травматичных видов спорта. Очень радует, что на таком уровне развивается именно олимпийское тэквондо, а значит, что каждый кыргызстанец имеет возможность завоевать золото Олимпиады. Поэтому приходите и занимайтесь тэквондо. А это был наш репортаж.